Маккартни. Во Владивостоке умеренный северный ветер. На небе ясно и без осадков. Температура воздуха начала недели минус 12. В Находке малооблачно, без осадков, ветер слабый северный. За окном минус 8 градусов по Цельсию. Программу представляет магазин «Вне погоды» на Семеновской 25А. Внимание! В магазине «Вне погода» поступление новых коллекций верхней одежды европейских производителей. На любой сезон и для любой погоды мужские и женские кашемировые пальто премиум-класса, куртки «Автоджек» и «Лима-леди» с климат-контролем, ветровки, плащи и многое другое. Магазин «Вне погода». Семеновская 25А, выше Изумруда. Телефон 240 35 40. Реальные мужики. Друзья, рубрика «Реальные советы». Расскажем, как сделать жизнь проще, используя самые доступные средства. Спонсор рубрики — новый магазин строительного и садового инструмента «Штиль». Только качественная, надежная немецкая техника. Бензокосы, бензопилы, бензорезы, воздуходувки, мотоборы и другие строительные и садовые инструменты для максимального комфорта и производительности. Торговый центр «Строитель», Бородинская, 46/50, павильон 26А. Но сегодня поговорим о таком очень скользком моменте вашей жизни, как туалетная бумага. Да почему она скользкая? Совсем не скользкая. Даже наоборот. Так Да. вот, друзья, как бы это ни звучало, но даже туалетную бумагу можно использовать по двум направлениям. Первое — это, конечно же, непосредственно Танки, прямое назначение. пехота, огонь артиллерии. Да. А второе направление, друзья, это наш реальный совет. Дело в том, что все, практически, 90% туалетной бумаги намотаны на картонный цилиндр. Так вот, именно его можно использовать в быту. Ты в каком-то идеальном мире живешь, по-моему. А что это? 50 на 50. Да, но я просто пользуюсь очень дорогой туалетной бумагой, я живу по своим С запахом доходам. жасмина? Да. А кто нюхает это? И со вкусом зеленого чая. Ну так вот, друзья, все мы берем этот картонный цилиндр от туалетной бумаги, используем его для хранения проводов. А вот как расскажет Саша. Все очень просто. Как вы понимаете, картонный цилиндр превращается почти в идеальный футляр. Понятно, что там нельзя хранить 5 километров провода, даже, наверное, и 20-метровый провод туда особо не засунешь, но зарядный, например, какой-нибудь или провод для подключения USB-провода. USB-шники, да, все это можно свернуть несколько раз, засунуть в этот самый картонный цилиндр, назовем его рулончик, вот в этом рулончике. Кроме этого, эти рулончики можно сложить в какую-то коробку отдельно, и у вас будет коробка проводов, в которой будет все отдельными вот этими партиями, ячейками, сотами лежать, и всегда будет под рукой. Достал, вытащил провод, попользовался, засунул назад, воткнул в общую схему. И самое главное, можно их поднаписать просто. Здесь лежит провод от USB, здесь мини-USB, здесь микро-USB, здесь еще более микро-USB. А я бы вот лично от себя добавила, потому что все эти столбики нужно ставить вертикально, тогда и подписывать ничего не нужно. И все сразу будет видно. То есть соты будут у вас как бы вид сверху, друзья. Очень интересный момент. На полочке их положить, ты имеешь в виду? Точно, да. То есть вы всегда будете видеть, что у вас лежит внутри этого цилиндра. Штекерами к внешней стене. И пришурупить. Штекер, нормально, можно брать. Ну что ж, друзья, пользуйтесь нашим реальным советом. Не забывайте о том, что спонсор рубрики — новый магазин строительного и садового инструмента «Штиль». Качество и эргономика